Маша Душук, здравствуйте. С вами Табак Хаджимурадова. Я приветствую всех, кто смотрит итоговую программу «Новости 7» на канале Грозный. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях республики за неделю. Смотрите в этом выпуске. Дела пошли в гору. Главная фишка нашего района – это, конечно, туристский кластер. Парламент рассматривает закон о развитии горных территорий. О чем он гласит и какую пользу принесет жизни на селе. Улучшение качества жизни жителей. Чем заняты сегодня и на что надеются сами горцы. Весна идет, готовься к севу. Земледельцы выводят технику, в Минсельхозе создан оперативный штаб. Все активно начали заниматься земледелием. Что посеют в этом году, увеличится ли площадь и каким культурам отдать предпочтение? Это наследие элитных семян, привезенных из Ставропольского края. Лучше один раз увидеть. Мы увидели, как отлично и хорошо работают наши дети. Школьные уроки глазами министра. Каково это сидеть за одной партой с главным учителем республики и чем заканчиваются подобные инспекции? Уроки стали качественнее. Какую оценку получают педагоги? Мы увидели, что учитель понимает, к чему он должен вести ребенка. Крепость Грозная. Строительство автодрома, которому нет аналогов на Кавказе, идет полным ходом. Протяженность трассы для кольцевых гонок 3086 метров. Первый шаг к развитию автомобильного спорта в Чечне. Уже летом картодром примет первых любителей спорта. О борьбе с экстремизмом и профилактической работе с населением в секторах говорили на встрече главы республики с силовиками. В ходе беседы Рамзан Кадыров акцентировал внимание на влиянии интернета на молодежь. Глава региона отметил, что в современном мире всемирную паутину активно используют как инструмент воздействия и вербовки молодых людей. И она стала постоянным полем деятельности спецслужб Запада и подконтрольных им террористических группировок. А подрастающее поколение прочно сидит в социальных сетях и часто попадается на псевдопризывы, принимая искусственно поданную ложь за правду. И потому необходимо усилить разъяснительную работу в массах. И в этом не последнее значение имеет умение доходчиво объяснять суть настоящего. А значит, нужно повысить ораторские навыки. Рамзан Кадыров подчеркнул, что основная задача секторов – это упреждение проявлений экстремизма и защита населения от ложных псевдоидеологических течений. Сейчас прямой финансирование взяла на себя Европа и Запад. Царь основной акцент делает на идеологию информационной пропаганды или махатцарь. О, любой сайт, интернет, большинство мелкую информацию был у них есть специалисты, у них есть возможность, десятки миллионов долларов, главный идеолог интернет связывает, и говорит человек, на человек. Застрахован, царь, суд и хилищат, сенек, голова лищат, застрахован, он дает суд, Das nas wir hoch abwurschel chiu da hier am bessel chiu da ja gut da ein chuach hier da man muss abwürst ja beste in cigar lui bei in cigar nach bei in cigar hat hello da ich bin schon da schon so schon haben wir da in der зависимость от того das da bakachet da schon so что морзло чу да ах начинает да всегда подостаешь поколение царь да и царь noch чуть schwierig ist immer حقولش يجي دون شيء يتوبي كو مخكاحة цель идеологии дон и ещиновой дон. Единственное место, где выиграли дон, борьбу дон, терроризм, ваххабизм, это Чеченская республика. Тут где дон, из царь вы чё дон, беспорядок шхлич. То царь ходит от Запад на Европу на дон, Россия дон, халу выходит. И преступление едон, почву дон, ецехалит дон. Из халя чувала левие бог дать свой дон. Дала халхавец это духой дон. Бог бичу, ахя, тут де сектор каболна, зубо, дух бог без дон, де дух алюкш дон. Дух кунах, че юрта милуха абил бела, че учуско милуха абил бела, че директор, че имам милуха абил бела, вы дона.
Deel din dona, lielos bolnahan, nis lielo don, mettigjars, elam san adus, ikis for the kidavus, ahisistu. Один из результатов работы оперативного штаба по борьбе с преступностью – это спецоперация в Ставропольском крае. Там задержаны выходцы из Чеченской республики, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков. За 2 недели совместными усилиями правоохранительных органов арестовано более 200 человек. С задержанными встретился глава республики. Рамзан Кадыров выразил недоумение, как может человек, называющий себя чеченцем и мусульманином, вести подобный образ жизни, пороча не только свой род, но и всю нацию. Он еще раз призвал родителей быть внимательными к своим детям. Подробнее Ясмина Гацаева. Эти люди приносили одной из аптек Пятигорска недельную выручку за один вечер. Лишенные возможности приобретать психотропные вещества в Чечне, они устремились в соседние регионы. Улица Дзержинского в административном центре СКФУ – это место, где практически в любое время можно увидеть любителей сильнодействующих препаратов. О том, что среди постоянных посетителей местной аптеки уроженцев Чечни, Рамзан Кадыров узнал от жителей Пятигорска. Увидишь настоящих чеченцев. Из болных, я дух на угле, реанимацию, а то штател лишь метабор, дай на барах, то да, он чахшу. Я дать он делаешь, слышишь? Делаешь, Глава республики недоумевает, зачем люди, чей образ жизни далек от норм ислама, носят бороды, тем самым создавая ложное представление о религии. К тому же есть несколько подтвержденных случаев, когда так называемые аптечные наркоманы в поисках острых ощущений отправлялись в Сирию. Deel dat je nou moet. Zou je die aardig kunnen? Ja, gaat staan hier, ik ga het zien. Hij had net maar halet staan. Zo'n guur, maar je stuk daar weer halet, maar je. De aardig maar wat het. Zo maar je zo al, dat er wat zo wel er zo. Hoe ga ik? Jij moet doen, jij moet je zo aan dat. Zijn paspoort is niet waar, maar je dat staan. Zo'n nacht boord wij op zo aan. Dus nog is het ja. Stavropolski ijdel dan nog zijn coach gaat geen zo aan dus. Het zat dan. Wel nusmel dan. Dat is wel goed. Zo zie je het dan. Ja, we gaan morgen met u en Moe, zo zie je, zo wat zie je het dan. Zo zou ze met jou laten zeggen, zo is dan met u en met zo daar wordt alles houwelijk dan. Zo wat zie je het dan. Heb je wel aanmeld dan. Allah Akbar. Zo zie je wat aanbod dan. Daar weer, dat gaat je wel dan met toe dan. Zo wat zou je ook dan. Hij moet je, daar gaat een naam aan met. Ja, hij is dan. Weinig wat, moet je kennen. Deel daar. Deel daar, laat me eens maar zo moeite maar. Многие из этих людей не раз попадали в поле зрения наркополицейских. Что хуже всего, среди них и семейная пара. Скорее всего, супруги занимаются поставками препаратов. Усилиями чеченских правоохранителей за 2 недели задержано более 200 человек. حولا حجل هر شلونه اول عم شنو حولا ده حضرتك ده انا انا ده محتاج راس تبو عشات طبعا ها يعطوا شنو ده شو ما عندوش طبعا ونوح طبعا الدنيا جات ايه ياخذ يحط سوى ده يحمد شنو عندي لما يحتاج طبعا نركض شو تعرف يوخ شويه هذا شيء مولش بعد Hij dan, de hoogste woord item dan, hoogste woord van hij dan woord. Zo opteken halve sa krist hoje ranch de, is die park de. Itja itablet kshmole ora. Es park ja waabu shi uren dan, siga symbol shi micha yutso, shu yutso, militie dan, haqul. Meer wopshi اسمت يا سن نوختي قوم ايوا قشمت يا وبشي لك يو قون اتك قون دان يو عشان ايوا دان داي ستور بلي دان داي ستور بلي باش دو يو على كوب بس باش ما لام دان خذوا هاي مش يعني دعوت باك حايل كابوت باجاجنك الى يا ولو شو نوختي ست مسوتي نوختي ديو ناس بيته مش يعني لا تشجع اتستين شون دان بنزين شقته ليرشي دان بنزين يس اخ شو شا بنزين لو يعني شان اخ شو دان شا دوتر دو شا دان تا اسهورنجي دان ستورو بلي بيسي تروبلي بيتزا تروبلي حولو وت اني برستيد اتي قاعدون اسيوم جو شختو باجاجنك كابوت داو لي بريمو خاكي ابتيك حاول ادعبو
Рамзан Кадыров отмечает, нельзя называться чеченцем и при этом просить деньги на таблетки у прохожих. Глава региона каждый день призывает родителей и родственников следить за своими детьми, интересоваться тем, где они находятся и чем занимаются. Но, судя по этой картине, его призыв услышали не все. Да, Рамзан, Бог да где, Рамзан Ахмадович. Шикант му зуда мою, но данное время пока второй юахам крития, шей не инсан ашбу. قوما عجاء عبال بو الكوليك يو عيا غايا عنر كمان اخبر عيا غايا انت عبالغ اللي في سويم شو ايماجين دون هذا حيدو لك بعبوا بيت قاعد قاعد سترايك وهو دي عايدون نانا تزود عقبه مو اعتقلت حيتنا بعد مو حاجه بو بيات باش لي هو دي حيدو الخاب شو بيعتمدوا على شو دون شو ولا داير ولا عن نرسب ولا عم بياكبوا شو عندنا دون اش خبروا شو ولا واجد دون ناخذ شو قطع بياكل ناخذ دون دون هو ناخذ دون داير ولا دون ناخذ دون حالخ يلكوت اوست ايه تحت موسمتها دون اش تويت دون شو انت نرمال كان توتي دون سي دون حيز هو تقول تقيح وتقطع حواش دون هذا مسلم دون شو ديريكت انستمش موسمت دون راس رد بيت اسكيدا أصلاً عيال أكيد شو بتأتي أنا ده هي إني خوجي واحد تشين تكتور يسقط البحث كل بيربطوا يا أبو تشين ده ولا كمان ده يعني خوجي واحد نزويهم تشين تبو يعرف يبو نقشن بس نقشن بو هذا إيش نقشن مو بس دون ده يروح أنا بعد نقشن دون ترى نقشن ما في دون هذا له أنت تقول يا دلوقتي كان دون شيء أنت مو تلاقي 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 Подобную работу в соседних регионах чеченская полиция намерена проводить регулярно. Как заявил Рамзан Кадыров, он никому не позволит очернить имя народа и повлиять на имидж республики. И в очередной раз призвал всех интересоваться, чем живут их родные, пока за их проступки не пришлось нести ответственность перед законом. Ясмина Гацаева, Луиза Юнусова при поддержке пресс-службы главы республики. Новости 7. На неделе глава республики проверил ход строительства Международного центра по подготовке силовых структур. Это масштабный проект по обучению сил быстрого реагирования, который не имеет аналога в России. Здесь будут проводиться все виды боевой подготовки. Десантирование, спецоперации в условиях лесного массива и крупных городов, учтены ситуации с захватом самолетов, кораблей и наземного транспорта. Помощник главы региона Даниил Мартынов рассказал Рамзану Кадырову о возможностях и особенностях будущего центра. Здесь будет большое количество классов, и здесь. Тут только в одном крыле планируется порядка 15-20 классов, только в одном крыле. Классы будут по всем профилям. Миновзрывное дело, тактика, стратегия, то есть разные классы. Это фитнес-зона, да? Это фитнес-зона, да, то есть это мы сюда заходим, это как балкон получается. Балкон. И чтобы это место использовать, мы планировали здесь поставить тренажеры, ну, чтобы было больше места, чтобы больше людей могло заниматься. Это бассейн, вот, который большой, который выглядит до 25-метровой глубины. Проведено было исследование, чтобы мы здесь стреляли и работали, естественно, максимально то есть, чтобы все было по лицензиям, по закону, и чтобы пули никуда не улетали. Поэтому вот там вот с той стороны будут сделаны стрелковые галереи для автомата и пулемета, а также для снайперского направления, потому что вот та зона, она у нас максимально безопасна. То есть в ту сторону мы можем стрелять по закону, по всем исследованиям, в ту сторону из карабина. А вот эта вот площадка, вот там площадка та, она будет предназначена только для пистолета и пистолета-пулемета. Темпами строительства такого важного объекта глава республики остался недоволен. Он отметил, что картину нужно изменить в ближайшее время и поручил первому вице-премьеру, ответственному за возведение центра, активизировать работу. Дополнительно белый мусор каждый метр бомбы, чтобы мусор на это. Я каждые 10 дней один раз буду приезжать сюда. Введение в эксплуатацию этого центра существенно повысит уровень подготовки чеченских бойцов, уверен автор проекта глава региона. Совсем недавно по его инициативе инструкторский отдел по боевой подготовке прошел 10-дневные сборы в Иордании. Теперь команда проводит в горах усиленные тренировки, готовясь к чемпионату мира среди лучших спецподразделений планеты. Он пройдет в Хашемитском королевстве в середине апреля.
Во всем мире отметили Международный день детей, больных раком. По данным Минздрава, за последние десятилетия смертность среди онкобольных детей снизилась, и это во многом благодаря современным медицинским подходам. Борются с этим заболеванием и в Чеченской республике. Создаются условия, уделяется внимание. Руководство республики в очередной раз решило поддержать детей и их родителей. Глава республики посетил онкодиспансер. Слово Адаму Хаджиеву. В стенах республиканского онкологического диспансера сегодня многолюдно и весело. В Международный день детей, больных раком, ребятишек развлекают клоуны. Конкурсы и розыгрыши нравятся всем. Веселиться дети продолжили уже в актовом зале. Здесь для них выступили артисты Республиканского театра юного зрителя и цирковая группа «Антас». Поддержать родителей, чьи дети больны онкологией, прибыл и глава республики. Дети громко поприветствовали дорогого гостя. Обращаясь к собравшимся, глава республики отметил профессионализм республиканского онкологического диспансера. Все условия для качественного обслуживания населения созданы, подчеркнул Рамзан Кадыров. С каждым днем они будут только улучшаться. سيجار أبرود من خيو ماتش كده كده ماتش طبعا نسام ديلي ويتحد بابيش وشيت أحوش وتأحد وانا شو المسألة ويش تنمدد وانا راح يكسلو يعني بصوا مكسلو شو ديل ناوك ندا مارشل دويلا ودا لقو دا دويلا تغن دون حاجة دا دون بيري سمو دا تدور الله خير شو دون لك ديمر دونا داسنانس بيرن دونا نشات ليش دونا نسام ديلي هو اللي خيكلا دا وعديلي عدوش عديلي ويبعنا سيوردو يعني دقوا ناخذ وجرماني عتزنش إزرائيل عتزن بوت أبعد نش دعونا إذا كان مع ذوق على شكل يشكل يعني بس خيجا جنك دعونا جرماني بيجي دور ساعة دعونا كده ولا تكان يحاول علينا بكتي بيوات أو شو بيجي بيجي ما شو دعونا شو دور كان على شكل تاني وولي خل شكل الناس كم شو تتعجر عن دعونا ده مع بعض ده دعونا ضعف الله ويدعونا ويدور تكشف ده جديد بدنا نرجع نفون دعونا أو شيء سنفون ده عم هيزعجوا أي معنى شلون كان بيرتو أشيء ساعة نفديش عند شو شيء دعونا Денежные конверты родителям вручили здесь же, в актовом зале. Все выражали благодарность руководству республики за оказанную материальную помощь. Согласно статистике, в Российской Федерации онкологией из 100 тысяч населения заболевает 14 детей. В нашей республике в онкологическом диспансере зарегистрировано всего 168 детей. Родителям приходится прибегать к иногороднему лечению, однако эта проблема скоро разрешится. Маленькие пациенты, они нуждаются в особых условиях. Обычно у детей используется высокодозная химиотерапия, которая практически полностью убивает иммунитет, и таким пациентам нужны специальные условия. Прежде всего для защиты от инфекции. Мы планируем, значит, проектирование такого учреждения, и с помощью главы республики, я думаю, что эти наши планы в ближайшее время станут реальностью. Со строительством нового корпуса для лечения детей, больных онкологией, республиканская медицина выйдет на качественно новый уровень, уверены врачи. Это позволит оказывать полноценное лечение самым маленьким пациентам. Адам Хаджиев, Магомед Мударов и Абубакар Зубайраев. Новости 7. На неделе чеченский парламент приступил к слушанию законопроекта о развитии горных территорий. Вопрос на сегодня как нельзя актуальный. Горная Чечня в последние годы стала привлекать туристов. Тем более, что там теперь создаются все условия для активного отдыха. Закон предусматривает комплекс мер государственной поддержки, направленной на улучшение качества жизни, которое включает в себя создание рабочих мест, занятость молодежи, привлечение инвестиций. То есть все, что нужно для развития муниципалитетов. Подробнее ситуацию изучил Магомед Салтамурадов. Работа над законопроектом о развитии горных территорий Чеченской Республики по сути началась еще 4 года назад, когда была создана научно-исследовательская экспедиция «Неизвестная Чечня». Ее члены до сих пор занимаются изучением состояния высокогорья и историко-архитектурных памятников Вайнаху.
Непосредственно сама разработка законопроекта началась в конце прошлого года. На основании собранной информации о горных территориях республики и учитывая опыт соседних регионов, в частности Северной Осетии и Дагестана, которые уже приняли аналогичный закон ранее, чеченские депутаты подготовили соответствующий документ, а на неделе в парламенте состоялись слушания по этому поводу. В ходе обсуждения было решено добавить несколько новых пунктов в документ, которые, по мнению участников заседания, являются очень важными для развития горных районов Чечни. Данный законопроект о развитии горных территорий Чеченской Республики устанавливает правовые основы устойчивого развития горных территорий, создает основу для социально-экономического развития горных территорий. Все это направлено на улучшение качества жизни жителей горных территорий Чеченской Республики, а также сохранение и рационального использования природных ресурсов и культурного наследия. Законопроект подразумевает всестороннее развитие горных территорий. В его рамках планируется привлечь инвестиции, построить инфраструктуру, создать рабочие места, условия, чтобы люди потянулись в горы, оказать помощь в получении кредитов, всевозможных грантов для открытия частного предпринимательства и предоставить многочисленные льготы. Расписаны все меры государственной поддержки. Правда, механизм действий пока не разработан. Это ближайшая перспектива. Текст законопроекта занимает всего лишь 7 страниц, но на его реализацию потребуются огромные деньги. Принятие такого закона для Чеченской Республики просто необходимо, считает доктор географических наук Алексей Гуня. В стратегиях устойчивого развития горных территорий мира, помимо прочего, помимо проблем миграции, сохранения природного разнообразия, там четко прописано, что для горных ландшафтов человек нужен как субъект, который охраняет и поддерживает устойчивость. Без человека горы разрушаются, дичают, зарастают. До 1944 года практически все горные районы Чечни были густо населены. Около 70% мясомолочной продукции и овощей производились именно в горах. Но после депортации и ликвидации хуторской системы все пришло в упадок. Сейчас в Чечне только 5 горных районов. И Тумкалинский, Веденский, Шатойский, Нажиюртовский и Шаройский. Они занимают почти треть территории всей республики. Но проживает там всего лишь чуть больше 120 тысяч человек. Хамзат живет и работает в Тумкалинском районе. Это второй по малочисленности горный муниципалитет Чечни. Население не превышает и 6 тысяч человек. Несколько лет назад Хамзат занялся животноводством. Купил несколько голов крупнорогатого скота. Сейчас у него вполне приличное хозяйство. Свой скот Хамзат пасет высоко в горах, где для этого идеальные условия. Но человеку на такой высоте очень тяжело, тем более, когда нет элементарных благ цивилизации. Ни газа, ни электричества, ни воды. Если законопроект о развитии горных территорий примут, все его проблемы должны быть решены. Абу Косым Алхастов тоже фермер, а с недавних пор еще и пчеловод. Держит несколько десятков пасек. Хочет расширить свое хозяйство, увеличить объемы меда. Вот только денег нет. Уверен, что если государство готово помочь, в горах Чечни опять будет развиваться сельское хозяйство. Тускар лилогер шаш, накари лилогер, ферма хума егер, иш йохкуш гук дегдер, эту бац первоначально баз сахельчи цахум да эту бац. Вот нак осталдыш дегдер алхитсун аса, в том числе аса дегдер. Для развития горных территорий в рамках законопроекта планируется привлечь все возможные финансовые источники. Не последняя роль в этом отводится частным инвестициям. Предприниматели, в свою очередь, готовы вкладывать средства в развитие горных районов, открывать новые рабочие места. Значит, и единственное, что чтобы были оказаны меры государственной поддержки. Здесь важен принцип государственно-частного партнерства. В горных районах Чечни довольно много памятников древней архитектуры. Многие из них пострадали во время военных действий, говорит директор Аргунского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Этому вопросу в законопроекте о развитии горных территорий отводится отдельный пункт. Объекты культурного, природного, историко-архитектурного наследия находятся сейчас в плачевном состоянии. А принятие закона о горных территориях даст нам возможности сохранить, популяризировать, восстановить объекты культурного наследия республики.
В ближайшее время власти планируют восстановить еще 2 горных района Чечни, которые были ранее упразднены. Это Галанчевский и Чеберлоевский. Работа в этом направлении продвигается. Тысячи людей уже изъявили желание вернуться в эти районы и заняться предпринимательством. По Галанчевскому муниципалитету изъявили желание заниматься предпринимательской деятельностью и проживать 2055 человек. Значит, по Чеберлоевскому 1450 человек. В списке отданы государственной комиссии. По этим лицам ведется работа. Законопроект подразумевает использование горных территорий с учетом геоэкологических, этнокультурных и социально-экономических особенностей. Его принятие коренным образом должно изменить ситуацию в этих районах. В обсуждении этого законопроекта, конечно, мы будем принимать активное участие во всех слушаниях парламентских. И хотелось бы пожелать данному законопроекту, чтобы успешного завершения, чтобы он был претворен в жизнь. Документ, несомненно, заинтересовал многих, поэтому поправок, возможно, тоже будет предостаточно. По плану мы примерно где-то месяц у нас будет сбор информации, то есть у нас будет рутинная работа. После этого мы этот законопроект выносим на чтение. И я надеюсь, что где-то через 1,5-2 месяца мы примем данный законопроект, который станет тоже большой помощью в огромной работе, которую проделывает глава республики Рамзан Ахматович Кадыров. Разработать законопроект – это одно, а вот протолкнуть его – это совсем другое. С самого начала было понятно, что сделать это будет нелегко, тем более в нынешних экономических условиях в стране. Это огромная и кропотливая работа, но парламентарии настроены серьезно. Магомед Салтмурадов, Магомед Сулейманов, Магомед Мударов и Абубакар Зубайраев. Новости 7. В Гудермесе на неделе открылся филиал Российского объединения инкассации Центрального банка России. Он будет обслуживать Курчелоевский, Нажаюртовский, Шилковской и западные районы Дагестана. В торжественной церемонии открытия принял участие и глава республики Рамзан Кадыров. Здесь же присутствовали генеральный директор Российского объединения инкассации Банка России Олег Крылов, начальник Южного главного управления Банка России Алексей Вайлуков и другие официальные лица. В Гудермесском участке инкассации пока создано 20 рабочих мест. В будущем, как отметили здесь, это число возрастет до 50 человек. Открывая встречу, Рамзан Кадыров отметил, что Росинкасс зарекомендовал себя как команда профессионалов, нацеленных на развитие рыночной экономики и банковского сектора по повышению деловой и инвестиционной привлекательности России. Мы знаем, что подразделение объединения инкассации Центрального банка Российской Федерации создано во всех уголках страны. Вашим клиентом является более 90 тысяч организаций различных форм собственности, перевозка и охрана ценностей, денег, инкассации, обслуживание банкоматов и многие другие услуги сегодня являются необходимым условием для нормального функционирования экономики любого региона. Росинкасс зарекомендовал себя как команда профессионалов. Мы нацелены на динамичное развитие экономики и банковского сектора по повышению инвестиционного и деловой привлекательности республики. Это имеет большое значение для дальнейшего успешного развития курса нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Расширение сервисной сети чеченского управления инкассацией является очень позитивным процессом. Это свидетельство безопасности и стабильности региона. Мы готовы создать все условия для дальнейшего развития инкассации в республике. Желаю вам успехов в работе и профессиональной работе. Я хотел бы сказать особые слова благодарности, и это не только мои слова, это слова руководства Банка России, во-первых, главе Чеченской Республики, который очень много делает для того, чтобы и банковская система республики, и вообще экономика Чечни развивалась. И я просто от всей души хочу сказать, что это малая часть того, что мы планируем делать. У нас есть наметки создания новых рабочих мест, у нас есть наметки создания новых интересных проектов в области инкассации. И вот этот, даже стратегический выбор вот этого участка, он очень важен, очень интересен. Я надеюсь, что вот этот маленький участок, он даст еще много-много хорошего, мы еще будем двигаться вперед. Олег Крылов вручил главе региона памятные медали, выпущенные отделением Росинкасс. После чтения дуа гости разрезали красную ленту и ознакомились с условиями, в которых будут работать инкассаторы. Просторное здание состоит из 7 кабинетов, есть и 5 специальных автомашин. Гости выразили уверенность, что нет никаких оснований опасаться за работу инкассаторов в регионе в плане безопасности. Это подтвердил и Рамзан Кадыров.
Громким событием недели для всего мира стали переговоры о перемирии в Украине. На протяжении 16 часов лидеры 4 стран обсуждали пути решения военного конфликта. Было обговорено много аспектов, но самым важным итогом стало решение о прекращении огня на юго-востоке страны. Соглашение вступило в силу прошлой ночью. Наступит мир на самом деле или нет? Будет ли украинская сторона соблюдать условия? Политологи высказывают самые разные мнения. Поговорим об этом в нашей студии. Сегодня у нас в гостях депутат парламента Чеченской Республики, кандидат политических наук Джамбулат Умаров. Маршал. Итак, мнения политологов разделились. Многие считают, что украинская сторона не намерена соблюдать мирное соглашение. В прессе есть информация о том, что боевые действия в некоторых районах не прекращались даже после полуночи 15 февраля. Есть заявление правого сектора о том, что они не намерены складывать оружие. Вот на ваш взгляд, сможет президент Украины взять ситуацию в руки и добиться от своей страны того, чего и договаривался на переговорах, перемирия? Начнем с того, что господин Порошенко изначально не являлся тем президентом, который способен сконцентрировать в одном кулаке всю политическую волю и политическую силу для того, чтобы принимать серьезные решения касательно процессов, которые сегодня проистекают на Украине. Ну, кое-какие попытки, конечно, там предпринимаются, но предпринимаются они не самостоятельно, потому что даже в течение тех переговоров, которые проходили в Минске, господин Порошенко несколько раз разговаривал по телефону со своим прямым и фактическим руководством из-за океана, из Соединенных Штатов Америки, то ли напрямую с Бараком Обамой, то ли с Керри, руководителем Госдепа, может быть, еще с кем-то из консультантов, которые его курируют. Но, тем не менее, что сделано, то сделано. Соглашение, состоящее сначала из 11, а потом 2 пункта было добавлено, состоящее из 13 пунктов, все-таки подписано. И, уважая подпись президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, мы с вами должны быть законопослушными и будем надеяться, молиться Аллаху о том, чтобы эти соглашения все-таки привели к какой-то, ну хотя бы мирной передышке тех людей, которые проживали и проживают на территории этих 2 мятежных областей. А вот чем чревато несоблюдение этих соглашений? По-вашему, это просто передышка или же можно это считать началом окончания войны на Украине? Ну, здесь мы с вами должны учитывать, что в принципе те условия соглашения, которые подразумевают отведение войск на соответствующие расстояния от 50 до 140 километров, чтобы отдельные виды вооружений типа Тайфуна, Урагана и других ракетных установок, чтобы они не были досягаемы, для этого создана вот эта линия отхода с обеих сторон. Ну, другие называют ее политологи, ну, сказать, термин, взятый в основном из Израиля, так называемая демаркационная линия. С другой стороны, нужно понимать, что военнослужащие, которые силами войск ополчения были взяты в котел в Дебальцево, они никуда не делись. Несмотря на то, что у них в принципе пока еще есть достаточное количество провизии, эти военнослужащие, они обречены, и, конечно, лучшим актом доброй воли с их стороны была бы добровольная сдача. Добровольцам, я не думаю, что там сидят кровожадные люди, которые бы с ними расправлялись беззаконно. И другая сторона вопроса здесь очень важна, что перемирие, вы понимаете, это же все-таки не хлопок, не флеш. Это ситуация, когда все-таки, как бы, если мы очень быстро бежим и резко останавливаемся, у нас, так сказать, сердце-то не стучит так, как оно стучало до бега. То есть, естественно, какие-то локальные перестрелки, ну, например, со стороны тех же самых яршевцев, которые 2 батальонами пробиваются сегодня к театру боевых действий для того, чтобы привлечь на себя в первую очередь политическое внимание, все-таки провоцируют эти процессы. Заявления таких не совсем адекватных политиков, депутатов Верховной Рады, как Мосейчук, как Береза и другие, тоже ничего хорошего, значит, к этому процессу не добавляет. Что очень важно отметить, самое главное, пожалуй,
те шаги, которые предпринимались со стороны Российской Федерации для того, чтобы обеспечить все-таки самой необходимой гуманитарной помощью вот эти две самопровозглашенных республики. Более 150 машин этого груза все-таки отправлено, более 2000 тонн гуманитарного груза все-таки дошло до своих адресатов, и это сегодня самое главное, я считаю, из того, что мы достигли. Вот наряду с опасениями о том, что Минские соглашения Украина может не соблюдать, есть еще и высказывания в прессе, что эти же соглашения может не соблюдать и Россия. Насколько обоснован, на ваш взгляд, это мнение? Россия изначально не заинтересована в том, чтобы не соблюдать эти соглашения. Более того, я вам скажу, эти соглашения последовательно соблюдались со стороны России. Вообще надо понимать, что значит соблюдать соглашения со стороны России. Какие соглашения? Что мы не имеем права доставлять туда гуманитарную помощь? То, что там нет регулярных войск Российской Федерации, вооруженных сил Российской Федерации, это сложившийся факт, и уже, наверное, хватит нас в этом обвинять. Да? Это первое. Второе. То, что касается возможностей России с точки зрения политического влияния на добровольцев, да, от этого мы не отмахивались никогда и не отмахиваемся. Народы Российской Федерации, значит, они относятся к жителям, кстати, многонациональным жителям Донбасса, всего юго-востока Украины, относятся по-братски, не разбивая никого, ни на национальности, ни на конфессии, потому что Донбасс, он строился всеми народами Советского Союза, и там, в принципе, вся вот эта гамма народов представлена. Поэтому мы к ним относимся по-братски, и отходить от соглашений, которые подписаны президентом страны, имеющего невиданный доселе рейтинг доверия населения Российской Федерации, конечно же, никто от этих соглашений отходить не собирается, ни для того они заключались. Я не думаю, что Владимир Владимирович Путин стал бы подписывать документ, которого бы он не стал придерживаться. А как вы думаете, как себя сейчас будут вести США? Им выгоден мир в Украине? Соединенные Штаты Америки, согласно мнению некоторых западных аналитиков, включая таких как Смит, включая таких как Хелвиг, как Тойе, они считают, что Соединенные Штаты Америки находятся в достаточно нейтральной ситуации по отношению к тому, что сейчас происходит на Украине, потому что, как уже было ранее объявлено Белым домом, основной вектор геополитических устремлений Соединенных Штатов сегодня направлен на освоение, политическое освоение Азиатско-Тихоокеанского региона. И якобы Соединенные Штаты этим вопросом сегодня озабочены больше. Но, вы знаете, я не очень верю таким предположениям, потому что не заботит ситуация, связанная с Россией, на какой бы Дальний Восток не устремлены были взгляды Соединенных Штатов, не связывать свои, так сказать, чаяния с Россией для Соединенных Штатов совершенно невозможно. Все-таки в аналитических клубах США сидят люди, причем с бывшего Советского Союза, которые достаточно обильно информируют и Госдеп, и ЦРУ, и, собственно, сам Белый дом о тех процессах, которые происходят сегодня в России. Россия – это геополитический противник США, поэтому не заботить их ситуация на Украине не может, потому что она все-таки отвлекает достаточно много сил и внимания нашей страны. Что касается интересов России, мира в Украине, что дает нашей стране и в политическом, и экономическом плане? В первую очередь мир на Украине все-таки нашей стране дает очень большую отдушину не просто в политическом, да, а в политико-духовном, наверное, плане. Потому что я всегда в своих каких-то статьях, в своих постах, в своих заявлениях всегда делаю упор на то, чтобы, скажем, терроризм не называли исламским, а бендеровский фашизм не называли украинским. Потому что украинский народ, истинно украинский народ, который когда-то в 1654 году связал свою историческую судьбу с русским народом, с Россией, он все-таки этим же народом остается в своем подавляющем большинстве. И если сегодня наши братья обмануты, если они втянуты в какую-то игру западных транснациональных корпораций, то это не значит, что рано или поздно справедливость
не восторжествует. Она обязательно восторжествует. И господа Порошенко, Яроши, Мосейчуки, Яценюки, я уверен, что они предстанут перед праведным судом. Спасибо вам большое за интервью. Это был. Это был депутат парламента, кандидат политических наук Джамбулат Умаров. А мы продолжаем. И сейчас время нашей постоянной рубрики «Экспресс-7». Коротко другие заметные события недели. Глава республики принял участие в заседании парламента. Спикер Дукваха Абдурахманов рассказал об итогах работы депутатов и выразил благодарность главе за всестороннюю поддержку. Рамзан Кадыров, в свою очередь, поблагодарил законодательный орган за продуктивную работу во благо общества. Также он обратил внимание народных избранников на необходимость ведения активной работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи, противодействию попыткам западных спецслужб вербовать молодых людей на войну на Ближнем Востоке. Глава республики принял участие в торжественной встрече, посвященной 15-летию прокуратуры Чечни. Рамзан Кадыров отметил, что сегодняшняя стабильность в регионе во многом из заслуга работников прокуратуры. Их деятельность в свое время подчеркивал и первый президент Чечни, отметил Кадыров и добавил, что Ахмад Хаджи внес неоценимый вклад в создание этого надзорного органа. Глава республики поблагодарил сотрудников за служение долгу, отметил их республиканскими наградами, а Шарпуди Абдулкадырову вручил благодарственное письмо. Глава Чечни встретился с секретарем Совбеза Абхазии Мухаммедом Килба. Он прибыл в Грозный по поручению президента Абхазии. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в экономической, культурной и спортивной сферах. Также гость вручил Рамзану Кадырову именной пистолет, которым глава Чечни награжден указом президента Абхазии за заслуги перед их республикой и большой личный вклад в укрепление мира на Кавказе. Кроме того, Кадыров получил приглашение посетить Абхазию. Глава республики проверил строительство новой частной школы в центре Грозного. По словам мэра города, она возводится за счет средств инвестора. Школа рассчитана на 240 мест, в ней будут созданы условия для учебы, отдыха, питания и занятия спортом. Сдача объекта запланирована к началу нового учебного года. В концертном зале прошел итоговый концерт музыкального проекта «Дахарен Илли». Почетный гость Рамзан Кадыров. По итогам прошлого года лауреатами стали около 30 песен. Авторы текстов, музыки и исполнители получили дипломы и призы. Глава республики поблагодарил организатора фестиваля, директора Госфилармонии и присвоил отличившимся певцам звание заслуженных артистов Чеченской республики. Также Кадыров сделал пожелание уделять больше внимания народным мотивам, так как в последнее время они используются все реже. Глава республики продолжает следить за тренировкой Абдулкерима Идилова. Спортсмен готовится к турниру по смешанным единоборствам, который пройдет в Колизее в марте. Идилов примет участие в главном бое вечера. Его подготовкой занимаются спортсмены из Дагестана Руслан Магомедов и Шамиль Завуров. Республика готовится к весенне-полевым работам. В этом году акцент на них сделан чуть больше. Связано это с экономической ситуацией и состоянием дел на рынке продовольствий. В Минсельхозе создан оперативный штаб, в хозяйствах заняты подготовкой техники. Ожидается, что в этом году яровыми культурами засеют более 100 тысяч гектаров земли. К весенним работам приступили все без исключения земледельцы. Марьям Керимова подробнее. Уже При этом выпавшие осадки в виде снега, ставшие большой редкостью в эту зиму, аграрии воспринимают как большую удачу. По их словам, это сможет хоть как-то увеличить запасы влаги в почве, что, несомненно, отразится на посаженной культуре в последующем. В Госхозе Загорске пахотные работы завершены, и как только позволит погода, начнется посев. Яровые по традиции уже засеяны, остались семена подсолнечника, овес и ячмень. Зерна используют исключительно отборные, благодаря чему и собираемость урожая бывает высокая. Сорт Вакула ЮАР – элитный семеняштер. В этом году первую репродукцию больше на 400 гектаров. В плане работа овесту на 100 гектаров. Посеву 10 дней вперед мы протравливаем его, Снегопад никак не повлиял на работу механиков. Она у них в самом разгаре. Часть техники подготовлена и выстроена в ряд в ожидании своего часа. Над другой работают. Пока есть февральское окно, так называют это время сельскохозяйственники.
Министерство сельского хозяйства утверждает, что число желающих заниматься крестьянско-фермерским хозяйством в этом году заметно выросло. Это вызвано и с введением санкционного режима в стране, и с изменением экономической ситуации. По словам министра, в нашей республике руководство оказывает большую поддержку тем, кто намерен заняться фермерским бизнесом, который при грамотном подходе может стать очень прибыльным. А тем, кто намерен заниматься элитными семенами, будут предоставлены средства защиты и удобрения. Если уж репродукция семян первая или вторая, то тонну купленных удобрений на 50% субсидирует государством. При этом предоставление овощных семян будет контролироваться более строго. Мы всячески будем помогать, сопровождать от полного цикла, от посадки до уборки урожая, все будем наблюдать и сопровождать. Но потом возникает вопрос, те, кто будут сеять, насколько серьезно они сами подходят к этому вопросу. Есть ли у них сеялки овощные, есть ли у них культиваторы, есть ли у них фрезы, не соответствуют ни одного из этих параметров, если у них нету, соответственно, мы не будем давать им семена. Альтернативой семян может стать хорошая рассада, которую предлагают в госхозе тепличным. Культура проверенная как на всхожесть, так и чистоту, к болезням стойкая. Молодые растения используют в основном для выращивания в теплице и на продажу. Спрос, по словам директора, в этом году как никогда большой. Проявляют большой интерес, приезжают, спрашивают, агротехнику спрашивают. Я, конечно, стараюсь им всегда помочь. Даже приходится выезжать на место, чтобы как-то люди только начинают, чтобы им помочь, чтобы что-то у них получилось. Теплица раскинулась на 3 гектарах. Большая часть комплекса пока пустует. Но Зулай Амаева надеется, что в ближайшее время благодаря инвесторам удастся восстановить оставшуюся, поскольку помимо увеличения объемов это еще позволит выращивать разнообразные зеленые овощные культуры – лук, петрушку, укроп, салаты. А пока первый в этом году урожай ожидается в марте. Это огурцы и в апреле помидоры. Для тех, кто хочет получить ранние овощи на открытом грунте, уже подоспела рассада. Сорт розовых помидоров Касимора – это наследие элитных семян, привезенных из Ставропольского края. Посажен в этой теплице впервые. И, как уверяют аграрии, не случайно. Урожай богатый, а вкус отменный. Это рассада, которая, кстати, 45 дней свои первые плоды даст уже приблизительно через 2 месяца. Любые работы, связанные с земледелием, начинаются вот с этой лаборатории, где агрохимики исследуют почву на наличие питательных веществ – фосфора, гумуса, калия и кислотности. Это позволяет выяснить, на каком участке и что целесообразнее выращивать, и какими элементами почву следует обогатить с помощью минеральных удобрений. Они, в свою очередь, также подвергаются проверке. Если вовремя не узнать, что там находится в этой почве, конечно, отдача будет очень низкая, и урожайность, и все. Поэтому кто знает нашу станцию, приходит. По итогам лабораторных исследований в картографическом отделе дают наглядное объяснение, в каком состоянии земельный участок, упрощая таким образом заявителю работу, которую необходимо провести уже в ближайшее время. Мария Керимова, Магомед Мударов, Джамлай Хаджалиев. Новости 7. И смотрите далее в нашей программе. Лучше один раз увидеть. Мы увидели, как отлично и хорошо работают наши дети. Школьные уроки глазами министра. Каково это сидеть за одной партой с главным учителем республики и чем заканчиваются подобные инспекции? Уроки стали качественнее. Какую оценку получают педагоги? Мы увидели, что учитель понимает, к чему он должен вести ребенка. Крепость Грозная. Строительство автодрома, которому нет аналогов на Кавказе, идет полным ходом. Протяженность трассы для кольцевых гонок 3086 метров. Первый шаг к развитию автомобильного спорта в Чечне. Уже летом картодром примет первых любителей спорта. Меньше чем через 3 месяца страна отметит 70-летие победы в Великой Отечественной войне. В Чеченской Республике создана специальная комиссия по подготовке празднования этой юбилейной даты. Что уже сделано и что планируется, на неделе члены комиссии доложили главе республики. Как стало известно, на встрече разработан подробный план мероприятий. 9 мая отметит под стать этой судьбоносной для страны дате. Везде пройдут масштабные праздничные мероприятия с участием ветеранов. Их в республике осталось 42 человека. Рамзан Кадыров попросил сделать все, чтобы этот день надолго остался в памяти людей.
Motsudana, destorstolhundana, tadogluhtos, daggaradesdana, vagy mahadana, veteránsdana. És det var ett lös onheklet så var vi vart vi sen ursprungsdana. Han var det middagsläge revonja, jurta, skola, instituutia, universiteetia, rispulga mellanskolan i dana, sen motsatsordan. Tjej så jag bara digbinegre izdana, vagy byggodon, och det и сняла План проведения единого государственного экзамена в этом году и итоги прошедшего года подвели на селекторном совещании с председателем правительства Дмитрием Медведевым. В нем приняли участие главы субъектов из КФО. От нашего региона здесь присутствовал заместитель председателя правительства Абдул Магомадов и руководители профильных ведомств. На совещании отметили, утечки экзаменационных материалов в интернет в прошлом году не было. Самое частое нарушение – использование мобильных телефонов. Однако эта проблема в этом году решится на корню. В местах проведения экзамена сигнал сотовых телефонов будут подавлять, да и сами материалы будут передаваться по каналам спецсвязи. В Чеченской Республике ЕГЭ сдадут более 17 тысяч человек. Среди них и те, кто не справился с экзаменом в прошлом году. Как заверяют федеральные власти, переживать не стоит, надо готовиться. Я иногда получаю обращения и школьников, и родителей, ну, какого плана, там, типа отмените ЕГЭ, мы все там страшно нервничаем. Но просто жизнь штука довольно быстрая, к сожалению. Они просто не знают, что когда мы все сдавали не ЕГЭ, мы тоже нервничали. И напряжение было, и нервы там у людей были очень сильно напряжены. Но с учетом того, что мы сейчас действительно используем, ну, и всякого рода методы слежения, и говорим о безопасности, может возникнуть ощущение, что это вообще что-то, так сказать, сверхъестественное, чего не было, там, скажем, 25, 30, 20 лет назад, там, даже 15 лет назад. Тем временем в чеченских школах идет проверка знаний. Причем не только ученическая, но и преподавательская. «Доверяй, но проверяй», сказал себе министр и решил посещать уроки. Каждую субботу министр образования выезжает в разные районы республики и смотрит, как проходят уроки, справляются ли учащиеся и правильную ли методику выбирают педагоги. Это уже стало доброй традицией. На один из таких выездов отправилась и наша съемочная группа. Слово Ирине Халидовой. В год урока в России к школам самое пристальное внимание. В первую очередь это касается методов и формы передачи знаний учащимся. С какими проблемами сегодня сталкивается учитель? Чего не хватает в школе для хорошего обучения? Этими вопросами министр образования Чечни Исмаил Байханов интересуется ежедневно. Более того, лично проверяет состояние школ. Его визит для каждого образовательного учреждения всегда неожиданный. Так и в этот раз. В среднюю школу номер 2 села Валерик министр вместе с представителями Чеченского института повышения квалификации работников образования и Центра оценки качества образования прибыли рано утром. Подобный выезд по школам больше не проверка, а мониторинг качества образования. Его задача – выявить ошибки и оказать методическую помощь для их исправления. Рабочая группа делает заметки, проверяет классные журналы, наличие планов, владение предметом и речью. Министр решил посетить все уроки по разным дисциплинам. За последние полгода в его рабочем графике более 1500 уроков. Мы получили положительные эмоции только. Настолько хорошо наши учителя сегодня работали, и мы увидели на уроках федеральных государственных образовательных стандартов, мы увидели, как отлично и хорошо работают наши дети, владеют предметом. Поэтому мы очень благодарны этому коллективу. Большинство открытых уроков вызвали положительные отклики у рабочей группы. Конечно, есть над чем работать, вместе с тем у школы и большие преимущества. Мы увидели грамотную, поставленную речь учителя. Мы увидели достойный чеченский и хороший русский язык. Конечно, были замечания, конечно, были недостатки. Не всегда учитель понимает форму организации урока и правильно умеет выбрать методику организации урока. Но то, что здесь учителя над собой работают, вот это было сразу видно. В школе обучается более 550 детей. Здесь, как и во многих других заведениях республики, созданы все необходимые условия для ведения преподавательской деятельности, а кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Образование нынче переживает свое второе рождение, потому что идет сложный процесс освоения новых требований претворения в жизнь федеральных, государственных и общеобразовательных стандартов, что само по себе означает работу по-новому. Под этим подразумевается не только методика преподавания в общеобразовательной школе, но и использование в работе самых современных технических средств, а также переподготовку педагогических кадров на базе современных стажировочных площадок.
Одна из таких площадок открыта на базе школы, как место, где остальные образовательные учреждения могут пройти практику. Проект оказался не просто востребованным, а необходимым. Благодаря стажировочным площадкам учителя республики имеют возможность повысить свою квалификацию. Впрочем, говорили здесь не только об этом. Министр интересовался и состоянием книг. Учебники очень плачевное состояние. Вот. Но мы с ними Там надо просто родителям объяснить, что государство каждый год их покупать не будут. Работу с родителями провести, классные руководители на классных часах. Почти во всех школах после посещения уроков министр общается со старшеклассниками, обсуждает вопросы единого государственного экзамена, учебу и текущие проблемы школьников. Здесь же прошла и беседа с учителями. По итогам проверки озвучили замечания и пожелания коллективу. Насколько плодотворной оказалась встреча, должен показать следующий визит рабочей группы. На исправление ошибок у школы ровно месяц. Для нас, конечно, было неожиданностью, что визит министра образования состоялся в нашу школу. Те замечания, которые после посещения уроков они нам сказали, да, они для нас были очень существенные, и мы приложим все усилия, чтобы исправить эти замечания. С визитом министра во многом улучшить качество преподавания удалось и в 67-й школе Грозного. Замечания были рассмотрены на общем педагогическом совете. По его итогам был составлен план дальнейшей работы. Сюда входит также проведение внутришкольных семинаров, посвященных современным урокам, и переподготовка молодых педагогов на базе стажировочных площадок. К нам выезжали сюда инспектора, научно-методический центр, которые оказывали методическую помощь нашим учителям и администрации школы. Но вкупе все вместе, конечно, привело к тому, что уроки стали качественнее, молодые специалисты немножко у нас подучились. В общем, до посещения министра дало, наверное, такой положительный, хороший эффект в работе нашей школы. Ученица 10 класса Мадина Ахмадова за одноклассников и свою учительницу родного языка испытывает большую гордость. Во время визита в школу министр похвалил их за хороший урок. Его приезд был неожиданно. Мы на уроке волновались. И когда урок закончился, он поблагодарил за урок, поблагодарил нашего учителя и похвалил нас. Эффективность стажировочных площадок уже неоспоримый факт. Педагоги отмечают, это уникальный проект, призванный помочь учителю. Они дают конкретные живые уроки, показывают групповую работу, как проводить с детьми, как работать с интерактивной доской. Также они учат соблюдать все этапы этого урока. Практику мониторинга оценки качества уроков Министерство образования Чечни собирается продолжить. Это значит, что отныне выезду по школам выделят не 1, а 2 дня в неделю. Ирина Халидова, Магомед Сулейманов и Абубакар Зубайраев. Новости 7. Сокращение республиканского бюджета не повлияет на строительство автомобильных дорог. Об этом заявляют в профильном министерстве. Особое внимание будет уделено дороге, ведущей к Ведучи. Здесь, правда, средства в этом году, в отличие от прошлого, выделяются из федеральной казны. Своими силами регион реконструирует не менее важный стратегический объект, пролегающий через Шилковской и Наурские районы, а также дорогу к озеру Кизиной-Ам. Есть и другие планы на этот год. О них подробнее Магомед Салтамурадов. Ему слово. Автодорога Грозный-Шатой и Тумкали с подъездом к селу Ведучи для Чеченской Республики имеет стратегическое значение. Эта ветка должна обеспечить беспрепятственный и быстрый доступ к всесезонному горнолыжному курорту, который, как ожидается, в недалеком будущем станет туристической жемчужиной Чечни. Общая протяженность этой дороги 88 километров. Первые 10 из них своими силами Минавтодор Республики проложил еще в прошлом году. В 2015-м автодорожники планируют реконструировать еще 18 километров. Эти работы профинансирует федеральный центр, так как в местном бюджете для этого не предусмотрены средства. Требуется довольно солидная сумма – 775 миллионов рублей. Сколько всего нужно денег для реконструкции всей ветки до подъезда к Ведучи, пока неизвестно. Ее строительство разбито на несколько этапов. Разрабатывать документации на второй этап Леона. Из документации, документации HBS не мел ахч уж мел худуется габелш мел худуется, поэтому мел сердон хошера в конце года документации кичарю на следующий год царь мел ахшлурду хажес не вот и второй этап на юрию. Второй этап реконструкции трассы Грозный-Шатой и Тумкали для автодорожников будет более проблемным, чем первый, так как в горных условиях строить гораздо тяжелее. На ветке довольно много сложных участков. Возможно, что в некоторых местах придется даже строить тоннели.
это очень большой объем. Там вообще-то рельеф, на равнинах Бельсон от Белорболшня бати, еще населенного пункта обходчешь. Сложно иметь, но тем не менее, некая курорт на Белгалбишку, есть такое поручение. В этом году автодорожники планируют частично отремонтировать еще и дорогу межрегионального значения Ставрополь-Прохладная, Моздок-Кизляр-Крайновка. Последние несколько десятков лет на этой ветке не проводился капитальный ремонт, поэтому дорога не в лучшем состоянии. С 2008 года регионы пытаются передать ее в федеральную сеть. Это значительно разгрузит трассу М-29, а также ряд других внутриреспубликанских дорог. И вопрос Жимхалу, вопрос, ну и федеральная сеть не было. Так, и твой свой председатель правительства Ваган Волший вопрос. Его хала эбир, так, ну, из темы дадех кандас, дадох курдолшдас, далмула. Ну, метк бельши, сандини, хуешлех, такой вопрос. В прошлом году Минавтодор проделал огромную работу. Автодорожники построили 9 мостов, проложили, реконструировали больше 50 километров дороги. В этом году, несмотря на кризис и вынужденное сокращение бюджета, у Минавтодора планов не меньше. Мне глава республики на год вперед дает поручение, да, есть бог казино амхалт эбюш бог тагнатвается белых бешхадошду, но это не в программе, лица ахшдолуш, чисто фонд ердон, ахченц бобеш, өзенамлык бехет ирдин вахдошдон, шварбеш. Я думаю, к январе или в конце этого года где-то около 40 километров дорог өзенамлык был не далмула табин. Особое внимание в этом году планируется уделить также дорогам, ведущим к зияртам и другим святым местам, чтобы обеспечить комфортный проезд многочисленным паломникам. Это еще одно поручение главы республики. Грозный в скором будущем обещает стать излюбленным местом для любителей быстрой езды. В городе усиленными темпами идет строительство автодрома, которому, по словам проектировщиков, нет аналогов на всем Кавказе. Это площадь в 65 гектаров с трассами и многочисленными объектами для автомобилистов. Последние ждут не дождутся открытия молодежного центра, как уже прозвали его власти. На неделе Рамзан Кадыров лично проверил, как продвигается строительство. Рассказывает Адам Хаджиев. Уже этим летом лихачей на наших дорогах, судя по всему, станет меньше. Крепость Грозная. Именно такое название получил первый чеченский автодром. Возможность погонять здесь появится как у профессионалов, так и любителей. Он не имеет аналогов на всем Северном Кавказе. На территории в 65 гектаров выполнен огромный объем работы. В этом убедился глава республики, побывавший здесь с инспекцией. Со всего Кавказа, нормально там. Любой там бренды чада, что там изюминки чада, шайхохал. Аж до гумаят, и цга, клеча, более мощная, да, там. Yok zal чуахи, арашидо, то да, цга, что это такое, там. Сихями, то хаю сихамят, там, калу ма, там, такой, там, клеч ин хаздон, и вообще форм, там, зиморум дичь андон, хальмет забит рфас. Аса отсу мечтать, что я дон, ахло, молодой, бегом мечтать. Рамзан Кадыров поручил уделить особое внимание вопросу озеленения территорий. Многофункциональный комплекс гоночных трасс рассчитан на проведение парных и кольцевых гонок. Кроме того, для автолюбителей построят полосу препятствий и участок, где гонщики смогут соревноваться в драг-рейсинге. Здание, в котором будут располагаться гоночные команды, уже построено. В питбилдинге будут располагаться 24 команд. На втором этаже будут располагаться трибуны на 1300 мест. Кроме этого, офисные помещения, пресс-центр и пункт управления за гонкой. Протяженность трассы для кольцевых гонок 3086 метров. Для парных гонок 3845 метров. И полоса дрэг-рейсинга 900 метров. Соревнования на автодроме планируют проводить круглый год, даже зимой. Участвовать в них в холодное время будут не автомобилисты, а любители снегоходов. Но это только в будущем, впереди еще много работы. Трассы будут соответствовать всем международным требованиям, а это означает, что нужно проложить не только ровный слой асфальта, но и создать условия для судей и проконтролировать вопрос безопасности. 제일 포스트시 걸리셔. 학교 모시 컨트롤 트레이스 아치가 어아리 흘라 이산음 걸시
огнетушитель, песок, там, дет андала, детант, это сумма, что требуем еще. Поворотка, площадка еще. Якой площадка еще уклонился, зона вылета, зона безопасности волсона. Еще и есть. Некоторые объекты комплекса «Крепость Грозная» уже построены, и вопрос безопасности здесь не так актуален. Место для картингистов уже готово, осталось только сделать разметку на трассе. Уже летом картодром примет первых любителей спорта. Они частенько любят собираться вместе. Любовь к автомобилям марки BMW переросла у этих ребят в крепкую дружбу. Они создали свой клуб и теперь активно принимают участие в общественной жизни республики. Ребята еле сдерживают свою страсть к высоким скоростям, ждут открытия автодрома. По мнению автолюбителей, это позволит обезопасить граждан от лихачей. Члены клуба BMW отмечают, что могли бы внести свою лепту в развитие автомобильного спорта. Тем более, что людей, знающих толк в машинах, в их сообществе хоть отбавляй. ندرك كيتشن مشان ما يرتقص دغنا وزغالق عتغوك شرقز عرخلش يمين خصحابو وشخز أخوك اشتغالق عمل برغت ليلر برناخ شيخاك كينترسك خصحوش. Автодром «Крепость Грозная» обещает стать еще одним молодежным центром. Здесь будет возможность не только продемонстрировать силы своего железного коня, но и поделиться опытом и узнать много интересного об автомобильной жизни. Адам Хаджиев, Магомед Мударов и Абубакар Зубайраев. Новости 7. На этом у нас все. Следующий выпуск Новости 7 смотрите ровно через неделю. Мы расскажем вам о самых значимых и интересных событиях. Спасибо, что были с нами. Ади Хейлш.